Хайрлы кун. Добрый день, дорогие друзья. Рады вас всех приветствовать, кто у нас участвует уже в третий раз, кто второй, кто впервые участвует. Мы тут долго думали и назвали наш интеллектуальный клуб «Татарский квадрат». Когда происходило образование республики и становление национального движения, конечно, никаких споров о том, что булгарская идентичность выступает равнозначной татарской, не было. Никакой борьбы между булгарской идентичностью и татарской не было. Единственная община, которая являлась носителями вот этой самой булгарской традиции, это был Божий полк Ваисова, который насчитывал там 150 человек и был повсюду изгоняем. Сами татары собирались, и он как раз там писал доносы там царскому правительству, что мы-то вот поддерживаем вас, царское, значит, величество, а вот татары проклятые, значит, нас гоняют, изгоняют и просим оградить от бесчинств. Но поскольку они не платили налоги, они отказывались от юрисдикции российского государства, и все, значит, налоги за них вынуждены были платить. Татарская община, конечно, никому не могло ни в экономическом плане понравиться. Кроме того, они были такими смутьянами, и в целом сектой. То есть, вот они действительно были выразителями интересов, вот это самое, это была мелкая группа. Все другие идентичности, которые боролись, и вот у Тукая там есть, мы тюрки или татары? И он говорил, какие же мы тюрки? Тюрки вон в Стамбуле, а мы-то здесь. Вот это как раз письмо стихотворения «Не уйдем», оно как раз скорее больше направлено не то, что речь идет о физическом, так сказать, переселении татар там, хотя может быть какой-то повод и был, а именно духовный. То есть мы-то здесь, мы здесь живем, и здесь и будем жить. А заставляет нас уйти куда-то в Стамбул некоторые люди, которые стремятся обозвать нас всех единым тюркским народом, чем мы на самом деле не являемся. В советское время при строительстве новой исторической концепции, мы уже подходим ближе к нашим интересам, встал вопрос о том, когда возникло национальное государство. Вот речь идет о татарах, когда возникло национальное государство у татар. Если мы посмотрим, то в это же время в русской историографии, русской советской, я имею в виду, историографии, также дебатировался вопрос, и очень сильно дебатировался, а какое государство считать национальным русским государством. Вот Древняя Русь, что вы сейчас не говорили, оно никак не может быть национальным государством, потому что из его корня вышли и украинцы, и белорусы, и русские. То есть, а потом было иго, которое как бы обнулило это государство. И следом возникает новое национальное государство, русское централизованное национальное государство. А когда произошло, и историки, которые создавали татарскую историю с новых позиций, они тоже задавались вопросом. И поэтому вопросы периодизации, вопросы изучения вот этих самых государств, если вспомним, там одна из первых, еще 23-го года книга Худякова, это была как раз очерки истории Казанского ханства. То есть он-то как раз и с этой точки зрения, собственно, и смотрел, а где же Казанское ханство, это, собственно, точно национальное государство. А дальше в истории можно углубиться. И Гемади, создавая периодизацию истории Татарстана, которая потом тиражировалась и легла в основу истории Татарской ССР, он тоже рассматривал этот вопрос, но он
смотрел и обращал внимание он понимал, что Казанское ханство, ну, оно уже там понятно, что это национальное, а вот раньше какое было? И он считал, что это Волжская Булгария. Так в орбите появляется Волжская Булгария. И надо сказать, что вот этот научный спор, он не только научный. Дело в том, что происходил в это время выбор вот этого исторического рэпера, то есть взгляд республика, новообразованная Татарская республика, смотрит в прошлое, откуда идут истоки. И всякие буржуазные наслоения там отбрасываются, что вот это вот Золотая Орда, кто такие завоеватели, которые пришли, разгромили такое цивилизованное, значит, государство, здесь у нас города, были религия, все, а это дикие завоеватели, варвары, которые уничтожили все. Зачем нам нужны истоки вот в этом? Это не национальное государство. Оно тоже не национальное татарское государство, а национальное, вот, Волжская Булгария. И с других позиций Волжская Булгария это некий аналог Древней Руси. Тоже очень удобная, но она, во-первых, региональная, во-вторых, практически с Русью почти не воевала, и имеет целый ряд достоинств, такое хорошее прошлое, такое добротное. Опять же, было катастрофически уничтожено, не успело дожить до периода нового времени. И поэтому, когда в Татарстане, особенно, видимо, в конце 30-х годов, в начале 40-х, когда произошел некий такой вот, действительно, я не думаю, что власть упустила, просто перестала она заниматься вот этой самой мелочным регулированием историков, посчитала, что все, раз буржуазные историки уничтожены, то здесь это вот, какие-то научные споры ведутся, но идеологию-то мы держим плотно. А в исторические вопросы, не вдаемся там, что еще можно накопать. Но оказалось, что как раз там-то все узлы и завязываются. И вот это постановление 1944 года, оно, во-первых, конечно же, само его принятие, оно некоторой облечено тайной. Во-первых, оно никогда не публиковалось. Нет ни одного вообще было ли какое-то постановление, а ЦК-то вообще собиралось это, обсуждало его, или оно было, так сказать, это постановление было принято задним числом. Ясно, что в аппарат какие-то материалы там найдены, подготовительные были материалы. Но само постановление вообще, как оно было опубликовано в 1952 году, оно вообще там, из нескольких абзацев состоит. И ничего там такого страшного нет. Но понятно, что за ним стоит целая большая система идеологической административной власти. Но 1944 год это то время, когда советская власть начинает, партийное руководство начинает зажимать все вот эти вот проснувшиеся национальные движения. Буквально тоже в 1943-м началось, потому что был написан учебник по истории Казахстана под редакцией Панкратовой. В 1944 году первое, что вот начался год, именно с того, что он был подвергнут резкой критике. Ну и как партийные власти Казахстана упустили этот момент. Потом начались массовые депортации. И в первую очередь там мусульманские народы попали из Северного Кавказа. И главное, что попали татары Крыма. И тут уже... Говорят, нас тоже хотели, но слишком много татар было на фронтах. Нет. Такая легенда существует. Это никогда это никого не останавливало. Крымских татар тоже было довольно много, но не столько, как это. Но еще вывозили. Нет, я думаю, что не это было главным. Это производство просто остановили. Да, это вот как и с евреями.
есть много фактов, говорящих, что дело врачей там, в 1952 году тоже готовилось. И было знаменитое же письмо, которое должны были подписать деятели еврейской культуры. А там прямо был один из пунктов, что просим вас, товарищ Сталин, выселить нас в отдаленные районы севера и Дальнего Востока. И только там Оренбург наконец там смог убедить. Сталин написал в свою очередь письмо, где привел убедительные аргументы, которые остановили этот процесс. Ну, евреев тоже было довольно миллионы. Ну, никого не останавливал. Так бы увезли. Евреев было 3 миллиона. Но, Немало, в принципе. нет, больше. И не увезли бы, с чего остановились Да, вообще? Наука и производство. Да, сейчас заканчиваю. Они же не колхозники. Да, и это постановление положило конец не просто изучению какого-то периода, оно полностью переформатировало, собственно говоря, исторический процесс и должно было переформатировать все исторические знания татар и, собственно говоря, идентичность татар. Мы анализировали наши прошедшие семинары и пришли к выводу, что у нас есть некоторые недостатки. В частности, именно из-за этого здесь я пригласил Марата Латфуллина, потому что у нас получился несколько уклон в сторону татарской части, которая находится в Татарстане. И мы немножко упустили связи, которые существовали в период советской власти между Татарстаном и диаспоральными группами татар. Прежде всего в сфере образования. Потому что все вы знаете, что Татарстан издавал учебники для национальных школ. И существовала определенная система подготовки кадров и учебников для этих татарских школ, которых было за пределами Татарстана достаточно много. И вот Марат, который довольно долго работал в сфере образования, в том числе и сейчас является представителем комитета, руководителем комитета Магариф, нам должен немножко объяснить, как эта система работала, и там и что с ней случилось в постсоветский период. Потому что эта система сейчас разрушена, но она существовала, и вот это был, так сказать, один из атрибутов советской системы. Марат, пожалуйста. Татары – это народ, который занимает территории много больше, чем территории Татарстана. Много больше. Несколько раз. И сейчас мы, после 90-х годов, в общем-то, татарский народ теряем, концентрируя внимание на Татарстане только. И это ложные представления. Татарстан никак не защищает татар, Татарстан никак не может их вытащить. Это не татарское государство. И интересы татар только там не присутствуют. А если уж говорить об образовании, в образовании тоже у нас полно проблем. Советский период, если взять, после революции, до революции система образования татар была мусульманская, оно концентрировалось, объединяло всех татар, и которые жили где угодно на своих землях, но образование было единое. И правила были единые, это шаригат. Это их объединяло. Но после революции ситуация поменялась, образование стало государственным. А государственное образование, оно стало бесплатным. Кстати, одним из первых декретов было большевиков, это введение бесплатного обязательного начального образования на родном языке. Про это никто не говорит. Было обязательное начальное образование на родном языке. Еще до 1932 года все отчеты по образованию сдавались по национальностям и указывалось, обучается ли на родном языке или не на родном языке. Включая вузы, техникумы и школы. После 1932 года эта политика поменялась.
И потом вот было сказано, что все татары учились учебниками Татарстана. Нет, все учебники были с СССР. Никакого не Татарстана. В Татарстане был филиал издательства «Магариф». Филиал. Издательство образования называлось «Магариф». Но это был московский филиал. И они издавали учебники для всего СССР, где бы татары не проживали. И централизованно все распространялось. Еще времена, когда я учился в школе Шаймурзинском, оно рядом с Ульяновском. Ульяновская область 4 километра от этой деревни. Вся Ульяновская область, та половина, которая в сторону Татарстана от Ульяновска, Мелякес собирался, Мелякес и другая сторона Ульяновска, а в Шаймурзине собирались все татарские школы на августовское совещание в Шаймурзине. И они проводили августовское совещание на татарском языке. Там все проблемы этих татарских школ обсуждались. Было Министерство образования РСФСР, Управление по национальному образованию, так оно называлось. Там были специалисты, которые это организовывали обучение учащихся на всех предметах на татарском языке, по всем предметам на татарском языке. Извиняюсь, это Министерство СССР или РСФСР? РСФСР. Но СССР я уже не знаю, РСФСР я точно знаю, что там... Да, высшие школы, да. РСФСР было такое управление, и это управление было обеспечено со всеми необходимыми структурами. Был Институт национального образования РСФСР, у него были филиалы, филиал был и в Казани. Этот филиал как раз занимался содержанием учебников. То есть они писали учебники. Переводили, писали, были оригинальные учебники по математике, по физике, по другим предметам, были переводы и, собственно, по татарскому языку тоже. Но они были все учебники Министерства образования Российской Федерации. Это РСФСР. И там все везде было написано. Утверждено Министерством образования РСФСР. Можете поднять, посмотреть. Татарстана там никакого нет. Просто они издавались в Казани. И поэтому было центр. И тогда вот эти сейчас у нас есть журналы по образованию, Магариф, там для детей журналы издаются. У них тиражи мизерные. Никто на них подписку не организовывает. Они существуют на дотацию бюджета. Я думаю, после коронавируса их просто не будет. Потому что денег у республики уже никаких нет. Вот сегодня сказали, что урезают всем госслужащим зарплату. Уже они сами вышли с инициативы. Это даст экономию где-то 20 миллионов рублей. И газет, наверное, останется штук 5 и журналов. Датируемых, остальные просто умрут. Вот подписка организовывалась Министерством образования Российской Федерации. И все эти журналы, они были российскими, РСФСР, и распространялись во все места, где живут татары. Поэтому система образования, по крайней мере в деревнях, сохранялась. Была организационная структура. Но вот после 90-го года ситуация поменялась серьезно и резко. Почему-то наши это вдохновенно приняли, что Татарстан самостоятельно определяет. Да, Татарстан сумел как-то защитить для вот этого резервации под названием Татарстан какую-то систему образования. Но для всего татарского народа образования вообще не стало. Сейчас в регионах вообще нет школ татарских. И почему именно религиозная автономия? Потому что, действительно, а как еще? Единственная форма существования образовательных заведений это так сказать, частное заведение при медресе. И вот на самом деле, так сказать, вот съезд, кстати, который должен был состояться при 11-й, что ли, мечети, где был совершен вроде в 6-м году. Потому что ключевая тема 6-го года, на самом деле, давайте создадим высшее учебное заведение со стандартизированной программой.
И на самом деле мы видим, что в программах Хусейни отличается, Ахмед Баю нужно было делать деньги, программа Галия отличается, потому что это светская интеллигенция, и там уже, так сказать, и черкесы, и туркмены, вот мне аспирант из вышки написал, говорит, так сказать, оказывается, велика роль была татар в туркменском языковом проекте, вот когда создали у них республику в 1924 году. Соответственно, астраханский проект не случайно, что Абдрахман Умири Булат Салиев. И действительно, это на самом деле огромное некое пространство, то, что я говорил, так сказать, в тот раз, это некая, грубо говоря, была транслейтания, была цислейтания. И, соответственно, опять-таки, почему Казань, опять, так сказать, в каком-то смысле, действительно, это проходит у целого ряда деятелей, что, Бахчисарай маленький город, Астрахань, тоже в экономическом. Единственная Пайтахат, которая во многом сохраняла эту функцию, притом не нужно забывать. Конечно, Казанскому университету безумно не повезло, то, что он, так сказать, восточный разряд был переведен в ходе Крымской войны в Петербург, но Казань все равно являлась, так сказать, понятно, не на уровне ни Москвы, ни на уровне Питера, все равно Казанский университет являлся крупным центром образования. И вот не случайно то, что я говорил, то же самое, о чем ставит вопрос Муланур Вахидов. Нужно создавать татарский университет. Компромисс 2020 года. Давайте на базе татарского университета создадим целый, по сути, восточный разряд, но который прежде всего будет заниматься народами Волго-Уральского региона. Там, кстати, не говорится мусульманского региона. Вот это второй декрет 2020 года. Потом, соответственно, спасибо Владимиру Ильичу, который уничтожил и юристов, и историков, вот этой точкой сборки стал Восточный педагогический институт. Но, может, я повторюсь, на самом деле, вот Марат Пазович абсолютно правильно сказал, это было издательство «Народов СССР», вот в этом году юбилей Фатиха Карими, может, об этом стоит более подробно сказать. Конечно, Фатих Карими, так сказать, вот было два основных издательства, это прежде всего Каримовых, рядом с которым мы сидим, и в Оренбурге тоже было издательство Каримова с точки зрения светской литературы по самым разным дисциплинам, это касается, там, я не знаю, что, так сказать, до какой-нибудь, до геологии, до физики, так сказать, притом, например, это были в основном французские переводные учебники. Где-то прямо, где-то они переводили с турецкого. Вот, соответственно, и второй вариант, это была вообще своя собственная учебная литература, которая вот касалась татарского языка, не случайно, так сказать, вот, ирония судьбы, что преподавание татарской истории и татарского языка, так сказать, именно в его этом выражении, это, так сказать, начиналось в Уфе и Оренбурге. Да, вот этот булгарский дискурс, я тоже давно уже изучаю, интересуюсь. Он сказал, что это вот воспоминания о старых добрых временах и так далее, и так далее. Но вот в последнее время стало казаться, что вот этот дискурс возникает, само собой, сложный переломный момент истории татар, да, когда начинает цепляться за свое прошлое, это понятно. Но мне кажется, что здесь еще есть второй момент, это наоборот, в период демократизации, свободы слова и так далее, и так далее. То есть этот дискурс тоже выскакивает. К примеру, мы можем взять 60-е годы, когда возник резкий интерес к своему прошлому после оттепели хрущевской, когда начались эти поездки в Болгар, татарской интеллигенции, все эти дискуссии там, и так далее, с выездом в Болгар. И можем сравнить с 90-ми годами, когда появилась свобода слова, когда уже никто не стал запрещать изучать историю и так далее. То есть, вот если нам понять вот этот механизм, мы его, в принципе, можем приложить и другим явлениям в истории татарского народа. Есть такое понятие, как право принадлежности. В плане права принадлежности, то, что я сейчас говорю, это официальная наука. Этим очень сильно в этой области работают немцы, датчане, итальянцы и так далее. И тем не менее, мы еще и работаем, это применяем на практике, это реально работает. Право принадлежности есть то принадлежность, которая, значит, мы выбираем эту принадлежность, и есть та принадлежность, которую мы выбирать не можем. Мы не можем выбирать свой пол, свою полярность, мужчина или женщина. Мы не можем выбирать ту нацию или синтез нации, в которой мы родились. Но мы можем выбирать профессию, мы можем перемещаться на территории и так далее. Когда мы говорим о праве принадлежности, когда я говорю о коллективной совести или личной совести, очень часто возникает вопрос, что такое личная совесть, коллективная совесть. Когда возникает вопрос национальности, сегодня поднимали вопрос, что Тишков
как бы игнорирует обращение к национальности как к какому-то важному элементу. И вот здесь по вопросу национальности в одной казахстанской группе один человек сказал, философ казахский, что национальность – это пережиток прошлого. Я кардинально с этим не согласен, потому что национальность, она реально присутствует, она есть, это совокупность различных признаков, это особенный путь развития какой-то ветки, значит, эволюционной ветки, да, и вот это вот эволюционное развитие определенного подвида, оно действительно, вот как Измаилом было сказано, развивалось не в отрывке 3-4 поколений, когда можно что-то сменить одно на другое, оно развивалось в тысячелетиях и в столетиях. И, соответственно, то, что мы называем опыт таджриба, тот опыт, к которому можно обращаться, этот опыт, он, когда мы с вами рассматриваем глобальные циклы не 20 лет, не 50 лет, а, скажем, столетние циклы, иногда народ приходит к таким событиям, как голод. Вот тот голод, который перенес наш народ, и голод, который вот сейчас нам говорят, что он возможен с неким ковидом, да, и вот этот опыт преодоления, он, честно говоря, очень многих пугает, потому что опыт этот забылся, но на самом деле этот опыт у нас с вами в нашем бессознательном есть. Вот это вот контактирование с этим опытом, да, оно происходит уникальным образом, именно как раз-то через вытаскивание вот этого бессознательного в сферу сознательного, когда мы это осознанно к этому подходим. Значит, я хотел бы обратиться к тому, что вот нам сказали здесь, я услышал, что хорошо бы обращаться к лучшему периоду тюркской группы. Но я бы обратил нас к худшим периодам, сложным периодам, потому что там заложены травмы нашего народа. Именно там, где есть травма, вот эта травма, она пока не изжита. Есть эволюция личности, есть эволюция группы, есть эволюция народа. В эволюции народа травма также есть. Есть такое понятие, как симптом в организме, есть такое понятие, как симптоматик рода, есть такое понятие, как симптом, скажем, конкретно сидящий в каком-то народе. Травмы, которые были, хотя мы сегодня затрагиваем, казалось бы, период от 30-х годов до 80-х, да, и за этот период наш народ, скажем, конкретные травмы получил. Период этот, значит, коллективизация, да, это период, значит, война, это период действительно вопросов образования, нашей культуры, игнорирования, интервенции другой культуры, да, то есть эти моменты, они были. И те травмы, которые наш народ получил в момент со времен периода Ивана Грозного, когда было насильственное крещение, да, вот эти травмы, вот мы работаем в практике, они до сих пор сидят вот в этих поколениях, хотя прошло огромное количество лет. Советский период, как Дамир в прошлое заседание сказал, это все-таки такая денационализация, что это не нация, что это советский уход от нации. Я возразил, что именно в это время стала формироваться профессиональная культура, образование, что впервые государство приложилось. И это правильно. И то, что там, ну вот я признаю, что вот этот советский период, это социалистическое по содержанию, национальное по форме. Язык-то татарский, остальное воспитывать надо советских людей. И ведь это не скрывали, большевики это не скрывали, они говорили пролетарский интернационализм. Это правда рабочего класса и крестьянства. Это очень сужение, это да, уход от национального. Но другой эпохи, чтобы национальное было хотя бы на площадках художественной самодеятельности, театра, музыки и живописи, и колхозных собраний на родном языке, до этого не было, да еще за счет государства. Поэтому эти противоречия вот эти сохранились. Ну ладно, вот это прозвучено, продвинулось. Так вот, Галямова и Искандер Измайлов сказали о страшном, жутком вопросе, который должен быть раскрыт, или который должны знать будущие чиновники и действующие чиновники. Это должны знать ученики, студенты Института муниципальной и государственной службы КФУ. Это должны знать работники высших нашей государственной структуры, что история Татарстана – это не только заводы и фабрики, и герои выдающихся личностей, и первые секретари. Их личные позиции, их поведение, их политика оставалось до последних времен неизвестным. Последнее время недели и на наших семинарах уже раскрывается. Итак, значит, мы понимаем, что в течение, вот это уж я
прошлый раз хотел сказать, не сказать, в течение 3 лет, 100 лет татарской, до революции, какая была борьба? Чтобы татар, языка и этнических характеристик не было. Об этом говорит материалы Столыпинского совещания 1910 года. У меня она есть от Института истории. Действительно, так и называется, как противодействовать. Там уже в ужас пришли, 300 лет прошло, они говорят на своем языке. У них своя религия. Что это такое? Что будем делать? Мы пришли к выводу, давай будем делить их на разные нации. Вот так это было. Значит, ладно, это было до революции. Революция пошла, действительно, большевики стали растаскивать. Как бы этих чурок и прочих татар, мусульман, башкир, чуваш, как бы так, что они пошли по социализму, по рабочему классу, по такой, по советизации тоже шло. И вот то, что мы сегодня услышали и прочитали, это же наиболее такая яростная борьба, чтобы, не дай бог, не изучали татары и не знали свою историю. Дай бог, чтобы они язык знали, но знали для пролетарского интернационализма и для советской власти. Дай бог. Вот это. Ну и чтобы писатели создавали труды, поэмы, романы именно в той на политзаказ. Получается, спасибо партии и государству за это, но получается, вот это происходило. И как только ИАЛИ образовался в 1939 году, а там появился 1944 год, там появился, уже Накей Самбет написал, он про Эдегер сказал, и уже руководство партии в годы войны в 1944 году действительно выпустило постановление ЦК ВКПБ, как бы татары не изучали. Это идет война. Это очень такое глобальное вот это событие. Мы должны это крепче осмыслить, крепче изучить. Есть такой государственный деятель общественный на пенсии Ильгиз Калимович Хайрули. 3 дня тому назад я остановился, он мой сосед, он говорит, сам заговорил, он говорит, про это 44-й год сам. Он говорит, я спросил у Лапина, бывшего руководителя Гостелерадио СССР, когда он сказал, что он был в бригаде ЦК КПСС по подготовке к постановлению 1944 года, я спросил, вы с готовы болванки вопросником ехали? Или потом накопали, привезли, представили, написали? Лакин, говорит, замолчал и не сказал мне. Он болеет, на пенсии бывший вице-премьер, бывший работник обкома партии, болеет, волнуется. И мы действительно должны волноваться. Почему, откуда появилось это постановление? Кто дал? Кто стукнул? Что интересно, Сталин-то имел определенный план, стратегию, когда он ломал общинно... Сталин лично читал проект постановления по Татарстану. Сталин-то вообще все читал. Лично занимался татарами, и вся политическая идеологическая система в годы советской власти прежде всего занимались татарами и сегодня занимаются. Все так, все так. Сталин все читал, и сам писал, и по языкознанию писал, как известно, и много чего еще интересного. Да. Но, короче говоря, Сталин-то ломал вот этот общинный деревенский уклад. Он попытался индустриализовать это общество. Он сломал понятие частного владения. Он фактически создал собственный тоталитарный социум. Но этот тоталитарный социум, у него уже была и обратная сторона, да, как собственное эго. То есть, с одной стороны, он попытался создать общую какую-то массу невнятную, но этой невнятной массе прикрепили маски, вот как мы носим эти маски, национальные. Вот татарские, значит, обязательно должен быть какие-то колфак, чак-чак, все вот это вот необходимо. И, в принципе, вот этот вот факт, он же нес и положительные коннотации, то есть он создал централизованную культуру, хорошая она или плохая, татарская, ну, объединил. Они же прекрасно понимали, чтобы индустриализовать, чтобы поднять этих людей, эти массы, как здесь было сказано, с сахи, дать им кувалду и дать им какое-то образование инженерное, им нужно было поднять сначала цивилизованный уровень. Вот эти вот несколько ступеней, буржуазные нации и так далее. Сталин решил это все быстренько провернуть, как он любил. Но это и татарам помогло. С одной стороны, конечно, было много и негатива, это мы не говорим. Но с одной стороны, мой вот вопрос такой. Смог ли он сплавить в этих доменных индустриальных печах татарский народ, какой бы то ни был? Смог ли он Нет, сплавить в смысле создать конструкт.
Из него потом в 90-х уже вышли вот то, что мы сейчас имеем. У меня вот такое впечатление, что есть фрустрация по поводу обмана двойного. Сначала обманули с нацией, как бы обещали, что все будет хорошо в советской татарской нации, но она сначала была хотя бы внешне национальной, а потом она, значит, к концу перестала быть даже внешне национальной. Осталось только социалистическое такое вот содержание, которое мы, похоже, наблюдаем сегодня, до сих пор. Единственное, единственное содержание, которое есть, оно по-прежнему вот такое какое-то. Воспоминание о том, как хорошо было, когда на татарском языке было образование когда-то там, в татарской деревне. Другая фрустрация связана с тем, что вот республика, она вроде бы должна защищать татар там и внутри, и снаружи, но получается, что не так. И вот мы как бы все время как бы к этому возвращаемся, к опыту там послевоенному и современному. И Республика Татарстан оказывается не татарским государством в кавычках. И вот это представление тех татар, которые живут за пределами республики, о том, что здесь какой-то там рай и заповедник всего татарского, это, конечно, миф и ничего не имеет общего, да. А к чему, как бы, что делать с этими фрустрациями? Тоже, наверное, что и делать с национальным взглядом на историю. То есть то, что мы сегодня слушали, те два текста, которые мы сегодня имели на столе, они, безусловно, написаны в духе национального взгляда на прошлое, в котором есть какая-то такая риторическая ностальгия о каком-то вот национальном прошлом, которое вот когда-то было и которое нужно сохранить. Будь это вот стремление сохранить единство татарской нации или вот этот рефрен, который есть у Альфии Галямовой про возрождение. Если вот вы заметили, она несколько раз говорит о том, что вот возрождались там какие-то национальные институты, там что-то еще возрождалось. Но если смотреть внимательно, то, конечно, это не возрождение, а это создание, конструирование каких-то новых институтов, а не возврат к чему-то, что там было когда-то в идеальном прошлом. К чему это? К тому, что, в принципе, все как вы захотите. Если мы захотим сохранять национальный нарратив, такой вот, все, давайте у нас будет единая татарская нация, всем, значит, подписаться под такими-то там тезисами и категориями. Но правда, пусть будет как бы такой вариант. Может быть, задача нашего семинара должна быть в том, чтобы попробовать искать какие-то альтернативные пути и посмотреть о том, что может быть еще помимо этого знакомого уже, и, может быть, даже набившего оскомину национального нарратива, который нам ничего нового уже не обещает. Татарин, кто то себя считает татарин, все, точка. Тут вообще никаких как бы умствований не нужно. Да? Как мне кажется, то есть речь идет о том, чтобы говорить о какой-то повестке дня. Да? Там, условно, в кавычках, татарской точки зрения по какому-то вопросу. Да? То есть о субъектности, о формировании какой-то субъектности в этой татарской интеллектуальной среде. И, например, когда мы вот про сегодняшнюю встречу, вот сейчас вот Дамир об очень важной вещи начал говорить, и Ремзин бы до этого тоже вот эти вещи обозначил. Мне казалось и кажется до сих пор, что целью, например, даже сегодняшнего заседания было понять, что именно советского есть в татарской культуре, в татарской культуре в самом широком смысле этого слова, то есть идеологии, политики, искусстве и так далее, да. Конкретно какие вещи, какие каналы, какие примеры мы можем говорить, чтобы мы смогли уже как бы немножко расчленить, да, то есть, простите, да, то есть или там разделить там котлеты и мухи, понять, что у нас, да, наследие Гаяза Исхаки, там, Садри Муксуди, насколько в реальности повлияло на формирование татарской нации, что в советское время принесло, да, и, как вы правильно говорите, татарская нация до сих пор живет в этом языковом и прочем матрице, которая была создана в советское время. Вот это нужно, как мне кажется, обсудить. Национальный нарратив. Да, вот этот национальный нарратив там, и так далее и тому подобное, да. То есть, как бы, и вот по поводу Мыскынлык, да, там есть чеченская история, есть там башкирская история, но с другой стороны, я вам скажу, что я смотрю просто там международные науки сейчас формируют определенный класс татар,
которые как бы выступают посредниками, да, то есть которые работают в ведущих университетах мира, которые пишут о России и вообще о бывшем постсоветском пространстве, да, как бы, и это, я не хочу сказать, что это уже феномен, да, но это определенная прослойка формирующаяся, очень интересная, и которая как бы выполняет очень интересную такую посредническую роль интеллектуальную,